жителей долины Янчане, Угус. И, безусловно, эта программа будет реализована без поддержки и, возможно, нашего правительства, наших министерств и ведомств. Что нужно для развития нашей долины как опережающая территория? Прежде всего, это креативные кадры. Кадры нового поколения, в котором вы здесь сидите. Второе – это технологии. Время лопаты, грабля, литовки, флажков. Да. Сегодня на передовой план выходит проблема технологий, цифровая экономика. И третье – умение найти инвестиции. Вот три креативные кадры, технологии, инвестиции, вот решать нашу проблему. Что из себя представляет долина Янчане? В историческом плане это долина – сакральное место народа Саха. Помогой, Эльдай, Дегэн и другие исторические личности проживали в этой долине. В настоящее время в долине расположено 4 муниципальных образования Кангаласского улуса, где проживает 6142 человека. В основном представители исконно коренного народа Саха. Численность проживающих в долине равно численности населения Анаварского и Аблаевского района. Вот два района нашей архитектуры, вот численность их населения равно жителям нашей долины. Территория долины занимает 3,2 тысяч квадратных километров. 3,2. Что 4 раза больше территории Сингапура. И 3,5 раза больше Гонконга. То есть территория огромная. На этой долине расположены первая и единственная селекционная станция ельниц научного центра Российской академии наук. Единственный на селе филиал Якутской сельскохозяйственной академии. Единственная в республике Малая академия наук Министерства образования и науки. Первая и единственная в Российской Федерации лаборатория широкоатмосферных ливней Института космофизических исследований и агрономии Якутского научного центра Сибирского отделения, давшего в свое время 2 лауреатов Ленинской премии. Первый и единственный зоопарк республика Торидо, где в год посещает в 2 раза больше людей, чем наших театров и музеев республики вместе взятых. В 4 муниципальных образованиях имеется 10 школ и учреждений дополнительного образования, 6 объектов здравоохранения, 39 объектов розничной торговли. У населения хозяйства находится 4,3 тысячи голов крупного рогатого скота и 7,4 тысячи голов лошадей. Долина полностью газифицирована и электрифицирована. Здесь все расположено вдоль республиканской асфальтированной автодороги.
Поэтому можем сказать, что все условия опережающего развития этой территории, специализацию на производство высокотехнологических и качественных продуктов питания, организации туризма и отдыха жителей города Якутска и улучшение качества жизни людей доходами среднего достатка. Все условия есть. Что для этого нам надо сделать? В ближайшие годы реконструировать комфортно для проживания, отдыха, социально-экономического развития умные поселения на территории опережающего развития с доходами населения среднего достатка. К сожалению большому, так сегодня проживает половина населения за чертой бедности. Это недопустимо. Второе. Следовало развивать здесь умное земледелие, основанное на достижениях передовых технологий, урожайности картофеля не 100 центнеров, а 300-400. Это показатель своевременно. Два отделения наших совхозов Урийского, Алёкинского и Хартасский, два его новых получали по 300 центнеров. Это 70-е годы. 50 лет тому назад. Овощей 600-800 центнеров гектара. Создавать площади для выращивания лекарственных трав, черной смородины, арбузов, клубники, шиповников. Круглогодично выращивать продукцию расширенного спектра, в том числе не типичной для республики. Здесь уже есть и опыты, и практика. Вы знаете, вот знаменитый единовод наш, им, который в Жатае, практически эту проблему решает. На основе укрепления кормовой базы, в том числе расширения посева многолетних трав, повысить качественно показатель животноводства, развивать личность подвоя скоростелые виды, как сеноводство, птицеводство, и создать в таежной части 2 конезавода. Но они практически сегодня есть, их надо только юридически оформлять. Вячеслав, когда ты оформишь, как конезавод, свое хозяйство? Оформляет. У тебя сколько голов? 1500. За сколько лет вы создали это? 2016 года. 16. Вот за 3 года. На пустом месте. Наподобие Немига АС хлеб построить фабрику по производству кондитерских продуктов, завод по производству накидка сельскохозяйственных дикорастущих ягод, садовой черной смородины, шиповников, лекарственных трав, фабрику по производству косметических товаров. Женщины, поддерживаете? Создать высокотехнологическое IT-предприятие, технопарки, колледжи, последующим открытием института. То есть здесь у нас школа есть, IT, следующий это колледж, а следующий институт. Вот тогда закончили замкнутые, да, в производстве именно IT-индустрии и продукции. Построить цеха металлоконструкции по производству автономных модульных сельхозобъектов, скотоперемещений, конебаз, оленеводческих факторий, избушек для рыбаков и охотников. Сегодня это направление республика получает хорошее направление. Да? Опыт есть.
Андрей возьмется в своей базе мастерской. Николаевич. Дело. Так, в районе Кулбаты построить торгово-развлекательный комплекс бизнес-центром из музеем тембрийского периода и жилище Дегына. Вот это очень хорошее, удачное место в середине вместе Покровском и Якутском, так, прямо на тракте. Здесь хороший получится торгово-развлекательный бизнес-центр. Нечего в городе Якутске там развлекаться. Развлекаться на лоне природы. Уезжать, подышать свежим воздухом, так, посмотреть музей. Действительно, это тембрийский период нам еще не осознано до конца. Это великолепное место. Я не побоюсь сказать, что именно отсюда началось биоразнообразие. Первые беспозвоночники появились здесь. Потом позвоночники, и пошло. Вот его надо хорошо обустроить, показать и гордиться. Территорию от местности Кулбаты до Немыгинска вдоль горы объявить зоны отдыха и туризма. Центр местности Алтодайдо. Урывками не надо пытаться создавать, так? А именно комплекс. Вот начало долины Кулбаты, до Немыгинска, вдоль гор. Именно здесь развивать туризм и объявить зоны отдыха. Развивать пешеходный и конный туризм, создавать гребной канал. Здесь хорошая речка есть рядом, лодочный станция рядом. Создать научно-исследовательский кластер, полигон для проведения испытаний возобновляемых источников энергии, эффективной холодном климате. Результаты будущих тиражирования в масштабах всей мировой армии. Вот такую амбициозную задачу поставить. Реализовать проект «Якутская корова» – историческая ценность народа Саха. Цельное молоко якутской коровы и продукции из нее могли бы найти свое применение как эко-лечебная продукция в детских учреждениях и больницах. Создать экспортоориентированный пилотный проект бренд «Якутское эко-мясо». Вот, на мой взгляд, наши ближайшие на 5-10 лет задачи, чтобы превратить долину Аркана в территорию ближайшего развития. Нам необходимо короткое время сделать генеральную схему размещения объектов с учетом национального колорита, с учетом природного ландшафта, дизайна и современной архитектуры, взаимосвязаны на всю долину Эркана. Эркана не как местонахождение 4 муниципалитетов надо рассматривать, а как единую целую. Эта программа должна быть государственной, символизирующей силы и возможности нашей республики. А теперь несколько вопросов организационного характера. Первое, нам необходимо создать постоянную площадку, чтобы ежегодно рассматривать вопрос привлечения инвестиций, хода реализации задуманных нами задач. Для этого следовало бы создать дирекцию проекта со статусом заместителя главы УЛУСа. Второе. Проект долины Эркана, территория опережающего развития, внести на утверждение правительства республики. Третье. Обратиться к Северо-Восточному федеральному университету, Академии наук,
Республики, научный центр Сибирского отделения оказать научное, методическое сопровождение реализации данного проекта. Вот как раз университет высказывает свое пожелание. Четвертое. В сентябре месяце рассмотреть во всех сельских сходах муниципальных образований участие всей общественной реализации проекта расширили бы и конкретизировали объем работы, прежде всего улучшение качества своей жизни, добиться жить в среднем достатке каждой семьи. Это главное, товарищи. Нельзя ходить протянутой рукой, ибо каждая семья своим умом, своим талантом, способностью должен создавать свое благополучие. Конечно, в крупных вопросах и сегодня государство оказывает помощь, и в дальнейшем будет оказывать. Но, как в свое время великие китайцы говорили, опора на собственные силы. Так? Что каждая семья в достатке живет. Достаток. Я надеюсь, что сегодня будут подписаны ряд соглашений, договоров, намерений по тем или иным бизнес-проектам. Я очень хочу, чтобы наши институты развития, представители, которые здесь присутствуют, внимательно относились не только сегодня при подписании, но в будущем практической реализации. Наш лозунг должен быть: объединяя лучшее, быть первым. Согласны? Желаю удачи.